Мы продолжаем вещать из здания Манежа. Сегодня абхазскому телевидению выпала возможность пообщаться с представителями СМИ из разных стран. Итальянец Винченцо Лоруссо предложение об интервью принял благодушно. Хоть, по его словам, по-итальянски он говорит лучше, чем на русском и английском языках. Меня зовут Винченцо Лоруссо, я итальянский журналист, я работаю International Reporter, у меня есть тоже телеграм-канал Донбасс Италия, и все. Можете ответить на английском, если так проще. Это все, что я знаю на русском. Презентация не проблема. Не проблема. На мой вопрос о том, слышал ли он об Абхазии, Винченцо ответил, что да, слышал, и с удовольствием посетил бы страну души. О, я очень хочу побывать в Абхазии. Вы никогда там не были? Никогда, но очень хочу. Тогда мы ждем вас. Окей, thank you very much. Спасибо большое. В условиях, где в одном здании сталкиваются разные культуры, следует отметить, что итальянцы и абхазы словно одно целое, но говорящее на разных языках. Каждый день мы боремся с ограничениями, чтобы нести правду. Вы тоже боретесь? О, да. Ежедневно. Вы так выдохнули, боретесь каждый день. Винченцо – журналист с большим опытом. Подобное масштабное событие он посещает уже второй раз. Да, я был в Луганске 2 года назад. На День Победы. Однако это мой первый раз в Москве. Я очень взволнован. Журналистика в наше время. Наблюдает ли Винченцо проколы и шероховатости в этой сфере? И насколько отличаются СМИ разных стран друг от друга? Хороший вопрос. Допустим, итальянские журналисты следующих газет могут без проблем работать в России. Но российские журналисты не могут сделать того же в Италии. Винченцо также затронул и те сложности, которые возникают в работе итальянских СМИ. Очень тяжело нести правду в Италии, но очень важно. В связи со сложившейся обстановкой в мире Винченцо придерживается твердой позиции говорить и показывать только правду. Ведь, по его мнению, в этом и заключается роль настоящего журналиста. Этот день очень важен. И очень важно его праздновать. Думаю, вы знаете о недавнем скандале в Италии. Сравнение нашего президента действий России в конфликте на Украине с Третьим Рейхом является возмутительным. И я, как итальянский корреспондент, знающий историю, выступаю против этого высказывания. Следующего спикера не встретить на экранах телевизоров. Рудольф Люсена, представитель бразильского СМИ. Он и его супруга в далеком 2017 году создали собственный веб-сайт, куда они могут транслировать свежие новости. У супружеской пары также есть и YouTube-канал. Название нашего канала Тутамея. О, у вас есть свой бренд? Да. Это ваш личный сайт? Да. Начинать всегда трудно и всегда волнительно, но со временем нам стало проще. Рудольф и Элеонора Люсена активно развивают свой сайт и планируют освещать предстоящий парад Победы на своей площадке для зрителей, у которых нет возможности посмотреть эфир по ТВ. Мы с женой журналисты вот уже 50 лет. После выхода на пенсию мы решили, мы создали телекомпанию. Рудольф всю свою сознательную жизнь связал с журналистикой, и он был рад поделиться, какие же, по его мнению, есть недочеты в этой стези. Очень много проблем. Назовите самую важную, основную проблему. Например, я считаю, что журналистика была разграблена неолиберализмом, но у журналистики все же есть будущее. Люди очень стараются, они освобождаются от оков. Рудольф раньше не знал о существовании Абхазии, а получив от нас приглашение, с удовольствием его принял. Абхазия? Да, Абхазия. Апсна. Переводится как «душа». О, душа? Да, именно так. Апсуа? Да, отлично. А что это значит? Вперед. Vamos que vamos. Сидорин Валентин представляет Санкт-Петербург. Мы почти соседи. Так он отзывается об Абхазии. Я скажу о том, что это удивительная республика, удивительная страна.
Вот, совершенно потрясающий народ, который любит свою родину и любит тех, кто с уважением относится к этой земле. Не уважать ее невозможно, потому что это, да, такая глубокая история. Новоафонский монастырь, там, да, например, это, безусловно, выход к Черному морю. Книга в его руках «Полк педиатров» привлекла наше внимание. Валентин рассказал, что во времена Великой Отечественной войны Санкт-Петербургский педиатрический университет занимал особое место в истории медицины. Ведь это первый и единственный в мире вуз, где готовят детских врачей. Там спасали ленинградских детей, детей, которых эвакуировали по дороге жизни, помогали бойцам Ленинградского, Волховского фронтов. Очень важно продвинуть информацию о деятельности наших медиков, о том, на какой их большой вклад в спасение жизни людей, детей, ленинградцев. Когда фашистская Германия напала на СССР без объявления войны, в педиатрическом вузе сдавали экзамены. С этого момента привычный ритм вуза перевернулся с ног на голову. У сотрудников появились новые обязанности. В первый же месяц войны на фронт отправились 129 врачей и 150 медсестер. Это очень правильно. Мы должны показывать объективную информацию, мы должны объяснять, с чем сейчас Россия борется, что она хочет достичь и какой победы мы все ждем. Валентин отметил и роль Абхазии в тяжелый военный период. И так как вы из Абхазии, я могу сказать о том, что, конечно, тогда была у нас единая большая советская страна, и бойцы, которые сражались на Ленинградском, на Волховских фронтах, безусловно, были призваны в том числе из таких прекрасных городов, как в Абхазии Сухум, да. Быть частью этой большой команды, находиться внутри международного пресс-центра, сердца всех событий, знакомиться с новыми и интересными людьми – это неоценимый опыт. А сейчас время взбодриться. Анна Лагвилава, Джамбул Чхапелия для абхазского телевидения из Москвы.